С 18 по 19 октября в Якутске проводились всероссийские соревнования по традиционным для России видам спорта среди сельского населения. Принять участие на данных соревнованиях заявилось около 180 спортсменов из 20 районов республики, которые соревновались в масс-рестлинге и якутским прыжкам. Не зря в нашей республике национальные виды спорта одни из самых популярных, они самый массовый вид спорта, который развивается в нашей республике при поддержке государства. Я думаю, что все сегодня покажут те результаты, на которые они готовы. От себя лично хочется пожелать всего наилучшего, красивых побед и хороших выступлений. На этом всероссийские соревнования по традиционным для России национальным видам спорта считать открытым. Такие всероссийские соревнования стали проводиться с прошлого года. В этом году, скажем, для якутских национальных видов спорта, в общем-то, очень такой удачный год. В связи с принятием 10 июня поправок в Федеральный закон Государственной Думы Российской Федерации у нас появилась возможность шире развивать наши национальные виды спорта во всех субъектах Российской Федерации. Ну и сегодня спортсмены по масс-рестлингу и якутским прыжкам соревнуются уже на всероссийских соревнованиях. Ну, жалко, конечно, что не смогли приехать участники из других субъектов нашей России, но тем не менее соревнования проводятся. Ну, я думаю, эти соревнования станут традиционными. Сегодня они чувствуем, что они востребованы по всей стране. Востребованы не только у нас в России, но и за рубежом. Поэтому я еще раз поздравляю всех якутян с этим большим праздником, с выходом наших национальных видов спорта на всероссийскую арену. Давайте подробнее познакомимся с национальными видами спорта Республики Саха-Якутия. Масс-рестлинг представляет собой перетягивание палки. Это динамичный и захватывающий вид спорта в личных и командных соревнованиях, которые проводятся среди мужчин и женщин в разных весовых категориях с выбыванием после 2 поражений. Положение рук внутри или снаружи, ближе к краям, в первой схватке определяется жребием, далее хват меняется. Матчи в масс-рестлинге проводятся до 3 поединков, но если счет 2-0 в пользу того или иного спортсмена, третий поединок не проводится. Якутские прыжки также являются лично-командными соревнованиями, которые включают в себя следующие дисциплины. Кылы – 10 безостановочных прыжков с разбега на одной ноге с приземлением на 11-м прыжке на обе ноги. Истанга – 10 попеременных прыжков с разбега с ноги на ногу с приземлением на обе ноги на 11-м прыжке. И кобах – 11 безостановочных прыжков с одновременным отталкиванием 2 ногами с места или с разбега. Лично командные соревнования по масс-рестлингу проходили в Центре национальных видов спорта «Мадун» имени якутского национального героя Василия Манчары. Выявление лучших шло по 5 весовым категориям среди мужчин и 4 категориям среди женщин. В общей сложности на этом турнире участие приняло более 90 спортсменов. В основном на эти соревнования выступили опытные спортсмены. Некоторые из них, человек 5-6, уже будут участвовать на чемпионате мира. Первые, вторые номера сборной команды России. Уровень такой, можно сказать, большой. Уровень достаточно хороший. Наивысший уровень на данном соревновании показали спортсмены, представляющие Усть-Алданский район, которые в результате напряженнейших схваток заняли 1-е место в общекомандном зачете. 2-е место заняли атлеты из Татинского района. А на 3-м месте соревнования завершила команда Мегино-Канкаласского района. Соревнования по якутским прыжкам проходили в рамках республиканского турнира по якутским прыжкам на призы первого мастера спорта Российской Федерации и Республики Саха-Якутия Татинского района Гаврила Григорьева. Соревнования проводились в крытом манеже стадиона «Юность» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. 80 спортсменов на протяжении 2 дней соревновались по дисциплинам кылы, истанга
и Кобах. Принимали участие почти что все сильнейшие действующие наши спортсмены, кроме Егора Филиппова. Ну, Егор Филиппов сегодня находится на сборах, поэтому он не принимал участие. Первое место занял Иван Пестряков, но он показал, надо сказать, в это время, в начале сезона, достаточно хорошие результаты. Он показал, например, в прыжках Кылы, он прыгнул 44 метра 29 сантиметров. Всего на этом соревновании было представлено 13 районов республики. По результатам троеборья среди мужчин с результатом 121 метр 54 сантиметра победу праздновал Пестряков Иван, представляющий Усть-Алданский район. Среди женщин сильнейшей оказалась Алексеева Сунгу из Чурапчинского района. Ее результат 60 метров 79 сантиметров. В командном же зачете первое место заняли атлеты Чурапчинского района. На втором месте оказалась команда Кобяйского района, а третье место заняла команда Сунтарского района.